Бирск – один из старейших городов Республики Башкортостан. Его основали в 1663 году как город-крепость. В 2019 году проект модернизации исторического центра Бирска победил на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. И теперь здесь, в рамках этого проекта, реконструируют центральную площадь. Глава Башкортостана Ради Хабиров в Бирске, в историческом центре. Как настроение? Настроение хорошее, работы идут. Значит, параллельно мы делаем по водоканалу, потому что вот это дорожное полотно будет меняться. Поэтому было принято решение обновить водопровод, обновить, канализацию обновить. Значит, полностью по периметру водопровод получается 1600 метров, обновляем новый. Канализацию 1100 метров. Вот по улице Черверева, который дальше получается, там идет водовод, там 300-метровая, 300 труба получается, она тоже в ветхом состоянии, мы ее тоже меняем. Вот эта работа проводит водоканал. То есть у нас полностью получается по периметру полностью меняется, значит, асфальтовое покрытие и коммуникации. Сам парк, значит, это отдельная история, но мы эти два проекта совмещаем, чтобы везде все было хорошо. Вот где мы сейчас находимся, вот здесь мы сейчас некоторые изменения в проект носим, это рябина. Но, скорее всего, вот лесник пометил деревья, которые красные, они, значит, непригодны. Мы их будем убирать и полностью засаждать, значит, новыми деревьями. Вот елки мы постарались по возможности все сохранить, потому что елки хорошие, красивые. Вот. Но дополнительно еще 72 дерева здесь будет посажено. Вот, ну, то есть вот этот вот парк, сквер делается, да. Здесь дорога вот здесь эта будет новая. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здесь уже все подсчитано, все, то есть это деньги есть, деньги выделены. Деньги есть, так. А дальше потом на той стороне, да? Пойдемте? Ну, пойдем, вот, может, через парк пройдем, я вот прям по этой. Здесь вот получается дорожки, но это... Надо прогулочно, да? Это все дорожки. Памятник мы тоже... Надо сохранить. Да, памятник мы сохраним. У него идет, значит, ну, облицовку мы это все сделаем. Мы это все сделаем. Вообще соседство интересное, конечно. Ну а что сделаешь? Это наша история. Здесь, значит, будет детская площадка такая серьезная, мощная, да? А вот здесь, Ради Фаридович, по проекту идет вот амфитеатр. Вот где разметка стоит. Вот здесь. Что такое амфитеатр? Значит, по проекту идут вот типа деревянных скамеек, да, получается многоуровневый, да, но здесь страдают две елки. Поэтому мое предложение какое? Либо, значит, елки как-то вписывать в этот амфитеатр, елки красивые, жалко, либо как-то менять композицию амфитеатра, но мы с проектировщиками решаем, чтобы вот это все сохранить. Это потом отмывается все? Это все отмывается, частично демонтируется. То есть вы уже, а когда начали класть? Значит, это старые. А, это старые еще? Это старые, да. Здесь она частично идет на демонтаж. Мы сейчас с проектировщиками ведем работать, чтобы не было такого, что плитки разные. Может быть, всю поменяем. А эту найдем применение. Конечно, конечно. Сохраните. Зачем, да? И все, да. Мы найдем, где применение. Вот. Там вход, получается, парка центральный. Бордюры тоже поменяете, знаю. Да, все, надо, если уже зашли, надо все с нуля сделать. И все. Мы здесь все сделаем так, как положено. Освещение? Освещение тоже будет. Коммуникация, в принципе, вот канализация проведена. Из зимней мы сейчас вышли. Мы сейчас вот делаем дорожки. Ну и идем как бы дальше. Вот. Рабочие располагаются, значит, у нас здесь. Там же есть вагончик, где полностью проект, значит, развешен по стенам. Можно зайти посмотреть. Частично стройматериалы завезены. Епархия это сделает, нет? Она сделает. Сделает вот к моменту, да, чтобы... Да, у них это просто сидят, мы разговаривали. Сидят, мы тоже посещали. Ну, это день и времени. Поэтому... То есть вот это тоже разбираться будет, это да? все тоже будет разбираться, конечно, лучше... Но это пригодится все. Мы найдем где, тут есть где. Вот, здесь мы выходим на площадь. Вот здесь здесь движения не будет, здесь будет пешеходная зона, получается. Вот. Там вот чуть дальше будет фонтан. Фонтан. Вот где человек идет, чуть дальше, здесь будет фонтан, здесь будут у нас красивые скамейки. Вот, мы с проектировщиками сейчас тоже разговариваем. Я все-таки настроен на то, чтобы скамейки заказывать у нас в республике. Конечно, надо все брать, то, что наше. А вход, вот, получается, вот оттуда будет, да? Или значит, как? Центральный вход будет вот первый вход отсюда, получается, и следующий вход
Следующий ход получается за кафе. Там красивая получается такая деревянная. Вот. Ага. Вот получается. Так, где мы стоим? Так, мы стоим, получается, вот здесь. Вот здесь вот. Да, вот здесь. В периметр попадает вот это все, да? Да, все вот это. Вот эти все дороги мы полностью, значит, меняем, полностью покрытие. Значит, здесь вот эта детская площадка, где я вам показывал. Вот это памятник, где мы шли, получается. Вот это здание, это вот кафе. Вот это. Облицовку мы меняем, стиль. Уже с собственником разговариваем. Стиль, значит, чтобы это все вписалось. Вот, ну, вот отсюда будет вход, отсюда будет вход. Потом, так. Ну, здесь вот эта вот плитка вся будет меняться или нет? Она будет меняться, все да. тоже Да, меняется. потому что вот они рисунок, значит, предложили. Потом вот этой парковки не будет. Вот здесь будут, значит, деревья, засаженные деревья. Вот. Ну и там у нас один спорный момент есть. Ну, мы это в рабочем порядке доделаем. То есть вот в целом вот такой вот проект. Вот это объект культурного наследия, да? Да. Что будете делать там? Значит, мы здесь проектировщикам сейчас дали задачу. Да, мы проектировщикам дали задачу. Они нам решение дадут, цветовую гамму, да? Надо мы разговариваем. вот это все убрать, вот эти, надо, вот лиза, все в одной целом должно быть в виде. И вот этот сайдинг, это продолжение, содрать сайдинг и все вот это сделать надо. Может быть, пропескоструем, если получится, под старину. Но мы сейчас проектировщикам задание дали, они нам дадут. Вот, потому что здесь тоже будет теплотрасса, вот к этим зданиям идет теплотрасса. Сейчас с собственниками разговариваем, они должны немножко вложиться, вот, потому что в проекте этого нет. Мы, значит, делаем здесь теплотрассу, чтобы обновляем, чтобы потом не рыть. Чтобы все подземные... А вот будет здесь какой-то амфитеатр или место, где, или не будете делать такого? Или все встроенное будете, временное приводить, когда надо? У нас вот площадь, сцена обычно ставится там, она сборная. Да. Вот здесь вот на этом месте по проекту есть, да, но здесь, наверное, больше не прям амфитеатр, просто для жителей, чтобы отдохнули, посмотрели на фонтан. Ну и фонтан. А фонтан какой? Вот, плоский. Плоский, да, чтобы дети бегали. Да, чтобы дети бегали, может. Вот такой хотим, чтобы не купались, вот чтобы плоский был. А вдоль, значит, храма, получается, идут ряд скамеек. Вот это здание тоже объект культурного наследия, я думаю. Да. Так ведь? Да. Но тоже по облицовке тоже надо сделать, конечно, отпескоструить или что, или покрасить. Конечно. Вот я почему и хотел, чтобы по всему периметру, чтобы раз уже зашли сюда один раз и ушли. Храм в хорошем, красивом состоянии, все здесь, красивый, да. По срокам успеваете, да? Ну, стараемся мы, понятно, да? Куда у нас какой-то вариант есть другой. Ну, я вижу, уже по полной программе работа идет. У них есть один участок дороги, хотят просто. Пойдем, посмотрим. Альфредович, да? Бирская площадь достаточно исторически известна, вместе с тем... В своей жизни тут раза 3-4 был. Прям, я обожаю эту площадь. И совершенно точно, очень здорово. Я не нарадовался, когда Бирск выиграл конкурс. Это для нас всех была победа. И сейчас федеральный конкурс. Федеральный конкурс, да. Здесь, да? Ага. Вот. И нам удалось привлечь федеральные средства, вложить вот свои. Мы вот этот весь периметр приведем в порядок. Но мы здесь сохраняем вместе с тем, с новым, и то историческое. Абсолютно. Мы сохраним вот это вот, прям максимально постараемся сохранить вот такое историко-культурное видение. Для нас это очень-очень важно. А что вы хотите, вот, чтобы было здесь? Фонтан, где-то место для отдыха, чтобы это было, видите, вот даже перепады разные. Тут все, чтобы было, вы знаете, вот маленькая Красная площадь Бирская была. Спасибо. Все, поехали, да? Следующий объект рабочей поездки Ради Хабирова по Бирску – улица Цюрупы. Это одна из важных транспортных артерий города, и жители неоднократно просили отремонтировать ее. Вот этот кусочек, допустим, и вот, наверное, до Синего. То есть до упора вот. Да, до упора. Ага. Что это за улица, Тим? Значит, это улица, получается, Цюрюпы. Вот. Есть обращение в инциденте, значит, есть определенное обращение у нас, да, граждане, безусловно, хотят, чтобы эту улицу сделали. И если бы мы ее сделали, конечно, люди были бы благодарны. Давайте вот такой, я специально приехал, давайте посмотрите. В целом я вот по городу поездил, и так я понимаю, более-менее, да? Более-менее стараемся. Фонящая вот эта вот дорога. Вот это фонящая дорога, да. Тут две фонящие дороги, одну дорогу мы запланируем, мы скоро там работать начнем, это Карла Маркса. И вот вторая фонящая дорога, безусловно, это улица. Хорошо, тогда, Владимир, в план ставьте, потом посмотрим, где передвижки. Вот это надо сделать. То есть нам... Вообще я еще что хотел, вот о чем подумать бы надо. Надо бы подумать, чтобы
вот к этому храму, вот какая-то у вас дорога должна нормально привести в порядок, вот прогулочная, чтобы вам туристическую даже тему. Потому что приехал здесь, погулял, приехал в этот храм, пошел. Это же храм, да, у нас? Это не монастырь? Это получается, это у них как епархия. Ага. Ну, наверное, там же, наверное, храм-то открытый. Его они вот буквально, они его открывают, так скажем. Они его открывают. Вот Там он, видимо, тоже старый очень и похоже. они его восстановили, там сейчас достаточно очень все Вот красиво. надо соединить вот Я это понял. вот, чтобы Да, тротуарами. Вот следующий проект делайте уже. Вот, Понял. в этом году надо вот эту историю закончить, а второй вот соединить туристические места. Я не знаю, что еще здесь есть. Понятно, площадь, храм, вот этот вот храм, спуск к воде. Наверное, надо со временем думать какой-то. И может быть, Владимир Борисович, еще водный маршрут продумать, допустим, Новохоперск. Так мы готовы, мы в этом году. Тогда у вас пристань есть? Она готова принимать? Ну, мы ее сделаем. В этом году. Ну, Алан в этом году Викторович, я проеду. Алан, вот посмотрите вместе, он правильно делает, говорит, Уфа-Бирск, вот это вот, она раньше и были, мы сейчас теплоходы начнем запускать, здесь очень интересное место. Единственное, надо вам посмотреть потом как-нибудь, пристань как в каком состоянии, и когда готовы принимать. Обязательно речное пароходство возрождать, такое туристическое. Понтонный мост мы установили. Понтонный мост работает. Ну, так, что еще? Чем помочь? Владимир Борисович, мы справляемся. Хотел показать одних предпринимателей. Поехали к предпринимателям и поедем уже потом. Ради Хабиров едет дальше на производственную площадку компании «Квинтет». Учредители – братья, предприниматели Макеровы. Здесь выпускают различные комплектующие для детских площадок, остановочные павильоны и другие изделия из металла и дерева. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела, Эдвард? Нормально? Это вот это вы делаете, да? Ну, начали вот первый месяц, Ага. хотели попробовать. Ага. Вроде получается. Раньше А кто берет? Начали брать, нет? Мы только вот сейчас только подали на сертификацию. Ага. Оборудование сейчас оно же не нужно, если оно не сертифицировано. Вот на этой неделе, на следующей неделе вот по воркауту должно пройти. А это только передали. А вот это остановки, да? Ну, остановку мы так вот, потому что здесь-то монолит стоит. Он более безопасный. Монолитный поликарбонат, то есть более безопасный, но он дороже, чем каленое Если стекло. каленое стекло дешевле. Это экспериментально, то есть мы ее можем сделать шире. На этих листах можно разместить или рекламу. Вот здесь можно какой-то информационный стенд, там, маршруты. этого автобусов. Ну, навешать просто, да, наклеить там как-то. Карту даже района. Вот, Ну что, возьмете в город? Сделаете? Тогда... Лекса надо убирать, он быстро пачкается. Эстетический вид некрасивый будет. Что убирать? Лекса надо заменить чем-то. Быстро пачкается, и вид будет некрасивый. Вот это? Да. А туда что постелить? Металл просто? Чем-то другим. А металл будет нагреваться. можно вот так. Вот таким тогда лучше. Либо монолитом, да? Он сразу вот как трубочки грязь чернеет. будет Да. Нет, здесь закрыто все. Я как начальник производства здесь. Надо два некрасивые. Почему он пачкается, знаете? Потому что не соблюдают технологии установки вот этих штук. То есть по технологиям, вот видите, у нас Правильно, заглушка. проклеено и стоит заглушка. И направление этих ребер жесткости, обычно ставят из экономии вот так вот ребра жесткости, а у нас, видите, стоит как бы все заглушено со всех концов. Мы продумывали этот момент. И их, я обращал внимание, отрывает ветром, потому что ставят четверку толщину. Вот. У нас здесь стоит десятка. Давайте сделайте здесь, я приеду, посмотрю, как хорошо, или пришлете. Вот в малые города вот такие довольно дешевые. Вот, пожалуйста. У них рабочее место здесь интересно оформлено. Вот сам цех. Пойдемте сейчас покажем. А это металл, да? Да. Это металл, 89-я труба. То есть сейчас мы это все готовим к сертификации. Но это требует времени. То есть там сертификация порядка 3 месяцев. Сертификацию кто делает? Москва, да?
Также здесь производим сами витую трубу вот эту. Вот чего мы накачили, то решили. Станки приобрели у наших производителей. В Ганицком районе. Ну, это так попробовали. Мы просто лофт-стиль так вот попробовали. Это. Вот витую разных этих. То есть, когда качели вот смотрите из витой, она тоже покрасивее, посимпатичнее. Ну да. Труба. Труба-то он также тройка, прогнал ее через. И она дает вот это витой, да? Вот. Ну, вообще очень прямо. Нет, Молодцы. Здравствуйте. Здравствуйте. просто знаете, раньше производство было кузница. Вот мой брат, мы же все братья вот собрались и решили создать. Вот в Кустиках, если были вот этот монастырь, вот все, что из металла сделано, скамейки, люстры, то есть да. Константин, Костя вот больше расскажет. То есть вот он как зав. Производства, директор производства. Это вот ваш основной цех, да, или там? Нет, Там дальше. Там тоже еще. Да. Мы сейчас начали это все в конце января. Вот. То есть и начали уже вот с организации рабочих мест. Вот эта часть цеха мы сделали как бы первоначально. Это у нас, так сказать, заготовочный цех. То есть здесь будет распиловка, загибание, заверчивание всего этого и уходить уже в сварочный цех. Сейчас в сварочном цехе пока идет ремонт. Потом покраску. Не, вообще вот нет, я видел, я захожу в такие вот, ну вот видно, что да здесь работать хочется, на самом деле. Вроде тяжелое производство, тяжелая работа, но по-человечески все сделали. А сколько у вас работает человек? Ну, сейчас вот в связи с карантином у нас только рабочие места сейчас делают. Вот эти столы варят новые. То есть здесь пока 4 человека. А так у нас производство хотим до 15. Ну, от 15 да. до 20. До 20. Ну, да. Давайте, чем помочь нам можем? У нас вот только цех деревообработки раскидан так, туда-сюда. Мы хотим совместить их в одно место. Мы считаем, что они достаточно перспективны и хорошо относятся к своей работе, поэтому мы, Радик Фаридович, безусловно, идем прямо навстречу. Я уже был здесь, мы разговаривали, то есть мы хотим совместить, есть определенные там сложности с документами, но я думаю, мы это преодолеем. Ну, я вот на такие вещи, там, посмотрите, вот прям выходите, посмотрите программы, вот прям в первую очередь помогать надо, они, вон, 15 человек кормят и так далее. У меня единственное пожелание. Вот наносили бы вы краску уже молотковым эффектом с температурой обработки. У вас покрасочная какая чтобы не гнила она, чтобы хотя бы лет 5 она держалась. Это порошковая, да, но я не про это говорю. Это порошковая, она на удар не так выдерживает. А есть молотковый эффект. Порошковая, та будет минимум 5 лет, она не будет отлетать. Ну, если вы будете закупать технику, подумайте оборудование. Посмотрите, Антон Ильич, вот я прям сам слово им даю, мы вам сделаем компенсацию частичную на закупку оборудования. Вы купите, значит, лакокрасочный, вам все равно он нужен будет. Когда вы будете его в печи красить, это совсем другая история. Поэтому можете этим заниматься, и мы поможем. У нас под это есть программы. Антон Ильич, но это ваша задача, не моя. Это тогда. По поводу помощи сказать. Вот у нас с вами металлокаркас, ну, то есть мы из своих средств, что могли там, вот. Ну и на этом все, мы стали. Всякое. Сейчас плазморез мы закупили. Как он? Возьмите у них, что нужно, подготовьте, подумаем, потому что это обычно для инвестиционных крупных проектов мы даем субсидирование, но вот подумаем, как им субсидирование дать. Ладно? Хорошо, конечно. Слушайте, прям порадовали. Радик Фаридович, Да? посмотрите, вот они стоят, вот эти скамейки, вот эти делали скамейки. Как раз в этот кустике в монастыре. Это чугун или что? Или? Нет, это наша, это сталь. кузнечная, да, сталь. На том станке. А здесь дерево, да? Дерево, да, здесь дерево. Ну, видите, сейчас пока на стадии вот становления, то есть, у нас много таких вопросов, пока проблем, которые мы совместно... Они вот только-только запустились, только-только открылись. Немножко не повезло, что такая ситуация, но я думаю... К вам подъедет замминистра ЖКХ, вот посмотрит, там Антон Иванович выйдет. Может, мы вот такую, очень красивую вот эту, а вот может мы закупим у вас такую партию. Радик Фаридович, нам надо тоже время. То есть
Ну вот это... на раскручивание. То есть, пробуем то, что мы можем. То, что мы можем. Ну вы пробуйте, потому что вот такая потребность есть, и много будем покупать. До свидания. Понравилось производство? Да, очень понравилось. Ну, посмотрите, вот, да, чистенько, аккуратненько. И, кстати, мне очень нравится то, что они делают. На совести. Да. Хочу сделать вам подарок. Я сам занимаюсь деревообработкой. И хочу сделать вам подарок. Это ваза из массива Ильма и сапеля. Ух ты, спасибо. Спасибо большое. Кто ее сделал? А здесь это она воду держит или нет? Или воду не надо? Нежелательно. Она такая декоративная, да? Тоже спасибо. Как зовут вас? Как зовут? Меня зовут Дима А вы тоже с ними работаете? Макеров, да. Это мой сын. Ну, вам тоже передам от себя подарок. Дима Макеров. Спасибо. Рафич, а это реально вот то, что можно, допустим, у такого малого производства заказывать потом? Конечно, конечно, это вот моя ну, вообще политика. Вот брать надо здесь, видите, оно и дешевле, оно и качественнее. И потом, слушайте, мы столько денег вкладываем. Ну вот надо, чтобы они проворачивались в республике. Ну что, ладно, я поехал. Все, я рвану. Удачи. Вам тоже удачи. Договорились. Спасибо, тогда. до свидания. Все, счастливо. До свидания тогда. Все. Рафич, неожиданная поездка в Бирск. Совершенно даже для нас неожиданная. Сели, едем в Бирск. А почему так решили? Суббота сегодня все-таки? Ну вот я уже говорил, во-первых, все-таки мне, чтобы понимать, что происходит, надо воочию видеть республику и города, и наши районы. Ну и плюс, я говорил, любой выезд для меня это и работа, и в то же время я здесь, встречаясь с людьми, вижу, вот, что жизнь идет, жизнь продолжается. Это меня укрепляет в моих действиях. Я понимаю, что я же тоже должен где-то черпать душевные силы. Вот здесь я черпаю душевные силы. Ну, обычно организация выездов ваших требует определенных протокольных действий. Сегодня вы просто сели и поехали. Вот мне не нравятся вообще эти протокольные действия. Сегодня вот как раз отлично поездили. Спасибо. Спасибо.